Ледовая арена Эрзи в Насыркорте – кузница юных чемпионов по хоккею. Ежедневно около 1,5 часов юные хоккеисты оттачивают свое мастерство на льду. Перед каждой игрой традиционная разминка. Пока 30-летние дилетанты вроде меня не могут просто стоять на льду без поддержки, эти ребята решают более серьезные игровые задачи. Они уже уверенно стоят и катаются, на очереди отработка ударов и работа в паре. Средний возраст юных хоккеистов около 10 лет. Есть среди них и ребята помоложе. Самому младшему Махте Мамилову и вовсе 5. Камеры этот чемпион боится больше, чем жесткой игры на льду. И при виде ее идет на попятную. Иди сюда, куда ты откатываешься? Иди сюда. После долгих уговоров хоккеист все-таки соглашается на интервью. Как выяснилось, этот вид спорта для него далеко не единственный. Махти ходил и на другие тренировки. То есть тебе больше всего нравится хоккей, да? Да. Да? Давно играешь? Сколько? Первое я ходил на гимнастику, потом на плавание, потом на футбол. Теперь сюда хожу. Команда «Магаз» уже успела заявить о себе. Взять только 2017 год, когда наши стали чемпионами Кубка Рагулина. Тогда юные хоккеисты громили всех и взяли заслуженный трофей. Всего команда из Ингушетии провела 3 игры и во всех одержала сокрушительные победы. Набирает ход. 1 на 1. Мальсагов бросок в дальнюю девятку. 8-2. Хоккеисты команды 2017 года уже повзрослели. Некоторые из них уже тренируются и выступают за другие команды страны. Другие же и вовсе ушли из спорта. Сейчас тренеры набрали новых ребят и учат уже их мастерству на льду. В данный момент, так как у нас была пандемия с коронавирусом, дети много пропустили, у нас идет опять так же самое, подготовительное. Над катанием, владение шайбой, игровые моменты отрабатывать. Сейчас в данный момент дети у нас разминаются. А вот что, по-вашему, нужно, чтобы стать хорошим хоккеистом? Ой, умение, старание, терпение ихнее. Все зависит от детей в любом случае. Мы им даем все для этого, но больше зависит от них. Как они себя проявляют, так у них все и получается. Распорядку этих детей не позавидуют даже взрослые спортсмены. Подъем у них ранним утром, далее занятия в школе, а вечером уже хоккей. График забит на весь день. В школе у нас 6 уроков, 2 заканчиваю, быстро домой иду, кушаю, собираюсь и сразу на хоккей. Хоккей дикая. Синами. Дикахе. Хоккей и гоучеркис. Командная игра, отточенная тактика и, конечно же, желание победить. Главный залог успеха которого этим ребятам не занимать. Пока юные хоккеисты скрестили клюшки только в матчах между собой. В ближайшее время ребят ждут игры с командами из столичной ледовой арены. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.